Родился я в депортации, в ссылке, в пустыне Кызылкум. Отца не помню, а вот мать, даже ее теплый, нежный запах до сих пор помню. На воспоминаниях героя и повествовании от первого лица построен практически весь роман «Стигл». В таком жанре писатель Канта Ибрагимов работал впервые. Невыдуманная история рабочего нефтяника, страдающего серьезным недугом и продолжающего жить ради единственной цели – отомстить за сына, уже завоевала сердца многих читателей. Развитие национального романа – это очень отрадно. И что именно Канта Ибрагимов вносит в это свой вклад, это тоже знаменательно в связи с тем, что мы сегодня здесь собрались с его романом «Стигл». Вот роман сам на меня на самом деле произвел впечатление с разных ипостасей. И для меня вот основополагающим было следующее, что символичным мне показалось герой болен, но вместе с тем в романе звучит музыка, жизнеутверждающая сила музыки. Это вот меня приводило к мысли, что все-таки все будет замечательно. Впереди нас ждут очень яркие, большие перспективы. То есть впереди ждет жизнь, несмотря на то, что герой, в принципе, понятно, что он умирает. Сегодня Канта Ибрагимов презентовал роман «Стигл» широкому читателю. Над новой книгой он работал около года. В поиске лучшего варианта порой перечеркивал целые главы, рассказывает писатель. Когда работаю, составляю план, вот, допустим, очередной главы, я записываю маленький план, будет то. Это план на день, на два, на неделю, может быть, я пытаюсь раскрыть идею. И этот план меняется, каждый день меняется. Я сам не знаю, куда я приду, потому что ты идешь вслед за героями, вслед за сюжетом. В своем новом труде Канта Ибрагимов максимально точно передал дух времени. Факты для него – неприкосновенность. Каждый образ и действие под властью реального исторического процесса. В романе «Стигл» действие разворачивается в современности. Чтобы соблюсти точность, много времени писатель посвятил работе в архивах и библиотеках. Писать о новейшей истории, о сегодняшних событиях – это очень нелегко. Пытаюсь быть объективным, правдивым, честным самим собой. И в этом отношении, допустим, этот роман «Последний «Стигл», он написан от первого лица, я это писал впервые, и это оказалось очень сложно писать от первого лица, от себя. И при этом приходится быть исключительно правдивым самим собой. Стол писателя и сейчас завален документами. Он работает над вторым изданием биографии Петра Захарова. В прошлом году выяснились новые факты из жизни художника, которые после кропотливого исследования автор добавит в новый том. Санета Тутаева и Елизавета Чапханова. Новости.